Все новое, хорошо забытое старое – это смело можно сказать об инициативе возродить Народный Курултай на законодательном уровне. Соответствующие поправки в Конституцию уже предложены. Как именно должен и мог бы работать Народный Курултай, обсуждают эксперты. Сходятся на том, что это хороший консультативный, совещательный и координационный инструмент народного контроля. До этого много раз организовывали народные курултаи, но они не работали так, как надо. Я надеюсь, что новые курултаи будут наблюдать за работой президента Джугурку Кенеша. Теоретически это хороший инструмент для контроля. По словам государственного и общественного деятеля Айкакуль Мырзакаримовой, Народный Курултай – важный инструмент общественного контроля. Главное, он должен быть рабочим, а для этого состоять из представителей всех социальных слоев общества. Очень хорошо, что будет народный контроль власти. В Курултае должны принимать представителей всех слоев общества, науки, интеллигенции, культуры, молодежи. Работать нужно достойно, это основное. Предложение по законодательному введению Института Народного Курултая сегодня активно обсуждают и в социальных сетях. Многие кыргызстанцы хотят верить, что Народный Курултай сможет стать эффективным связующим звеном между властью и народом. Это связующее звено между народом и властями. Я считаю, что это хорошо. Думаю, что Курултай будет народным инструментом контроля. Я рад, что снова будут курултаи. Считаю, что люди тоже ждут этого. Это нужно, так как нашей власти нужен народный контроль. Предполагается, что Народный Курултай будет вправе заслушивать президента страны, спикера Джугурку Кенеша. Кроме того, он сможет вносить предложения о несоответствии должностных лиц занимаемым постам. Алена Смирнова, Самара Асанова, Эдиль Алиев, Бигзат Машрапов, ЛТР, Ош.